Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у телеканала «Вся Уфа» Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы. Акмуллинский университет – один из крупнейших вузов нашего региона. И сегодня представители этого учебного заведения здесь, чтобы поздравить студентов с наступающим Новым годом. Ежегодно в канун Нового года руководство университета непременно отмечает и награждает лучших активистов по каждому направлению. Этот год, несмотря на все ограничения, не стал исключением. Сегодня мы поговорим о самом университете, активной внеучебной деятельности, а также узнаем, как живут студенты сейчас в период дистанционного обучения, чем занимаются и над какими проектами работают. Ну а какие проекты пришлось преобразовать. Акмуллинский университет по праву считается одним из опорных вузов республики. Ежегодно свой статус вуз подтверждает на республиканских, всероссийских и международных площадках, представляя свои работы в абсолютно разных направлениях. Будущие педагоги с первых дней учебы погружены в университетскую жизнь, что позволяет развиваться в абсолютно разных направлениях. Что же важно для современного педагога или, как мы любим говорить, педагога будущего? Узнаем прямо сейчас. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в вузе обучаются более 25 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмуллинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. Вуз готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление. Разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологий, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. На базе университета действует федеральная площадка по углубленному изучению истории и культуры ислама. БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав УШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программе университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Турции, Пакистана, Сенегала, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмуллинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с республиканской общественной и культурно-просветительской организацией «Альянс Франсес». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений – от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В вузе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмуллинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. А спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванте».
Это современная, хорошо оснащенная база для практики и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок БГПУ является одним из лучших в республике. Здесь же расположен санаторий-профилакторий. До встречи в Акмолинском университете! В нашей студии сегодня присутствует председатель Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректор Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмулы Салават Талгатович Сагитов. Здравствуйте, Салават Талгатович. Добрый день. Ну, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом. И сегодняшнюю встречу мы посвящаем студентам-активистам, людям, которые помимо учебы занимаются очень важными делами. Вот расскажите, на ваш взгляд, кто же такой студент-активист? Ну, эталон студента-активиста — это, конечно, студент Акмолинского университета, причем любой. Просто есть кто-то чуть более активный, есть чуть менее активный. А на самом деле, вот что отличает наш университет от многих университетов и республики, и в целом педагогический университет, что отличает, вот, наверное, социальная направленность. Это то, что у нас с первого курса, или, может быть, даже еще с момента, когда они еще абитуриенты, школьники, только знакомятся с нашим университетом, мы показываем, что в нашем университете важно получать знания, но и также важно самому участвовать в этих процессах, которые называются воспитательными. Надо начинать с себя. Воспитывать надо себя, очередь, да, да. в первую очередь. Ведь большинство наших ребят учатся на учителя. А кто такой учитель? Это не только передатчик знаний. Передатчик знаний — это интернет. В этом году мы убедились. А учитель — тот, кто отдает частичку себя каждому ученику. А этих учеников в год сотни, десятилетия тысячи. И поэтому, конечно же, начиная со студенческой скамьи, наши студенты уже учатся помогать другим, но начинать надо опять-таки с себя. И студент-активист — это тот, которому не жалко свое время для собственного развития, не жалко свое время, чтобы помочь ближнему, пусть это звучит достаточно, так скажем, шаблонно, но это действительно правда, и не жалко свое время, чтобы проектировать свое же, в первую очередь, будущее. Но и несмотря на все сложности этого года, о которых мы знаем и поговорим сегодня с вашими студентами в том числе, мы хотим отметить, что и в этом году лучшие студенты-активисты будут награждены, приготовлены специальные, уникальные, как сейчас говорят, лимитированная коллекция, лимитированное, то есть ограниченное количество вот таких замечательных вещей. Это худи, по-моему, называется. Да, у молодежи это звучит так, да. Да, и здесь вот мы видим, что написано Акмолинский университет, и изображения, они разного цвета, есть желтые, есть серенькие, но и хочется сказать, что еще вот очень важный, кстати, элемент — термокружка. Теперь да, теперь это у нас в этом году появился неотъемлемый элемент одежды — это маска, ну а у молодежи неотъемлемый элемент наряду с гаджетом в одной руке, в другой руке у многих теперь термокружки. Скажите, пожалуйста, вот огромное количество активных студентов, делающих нужные, своевременные, очень важные проекты, учатся в вашем университете. Вот что сегодня вы с позиции ректора можете сказать о современных студентах? Вы знаете, вот моя личная позиция как ректора, что молодежь, вот студенчеству не надо указывать, что нужно делать. Абсолютно Им согласен. надо помогать учиться, да, им надо помогать объяснять. Сегодня ведь, опять-таки, преподаватель — это, еще раз, не просто передатчик знаний, это тьютер, это проводник. То же самое и в общественной жизни. Им не надо говорить: иди туда, делай то, иди сюда, делай это. Мы можем получить и получаем, наверное, зачастую обратный результат. Мы должны научить студентов, чтобы они сами, еще раз говорю, могли свое время правильно распределить. Нравится ему заниматься творчеством — пожалуйста, мы должны предоставить этому условия. Нравится ему заниматься спортом — ради бога, пожалуйста, вот наши спортивные коллективы. Хочется ему заниматься проектной деятельностью в любой, там, в науке, в образовании — пожалуйста, и так далее, и так далее, и так далее. И действительно этот год показал, особенно тяжелые ситуации показали, что отзывчивость — это одно из
качеств, которыми обладают наши студенты. Когда был брошен клич, а давайте поможем детям врачей весной этого года, когда им нужно было готовиться к экзаменам, к ЕГЭ, а их родители были круглосуточно на работе, никто не заставлял наших студентов: давайте вот ты помогай по математике, ты по физике, ты по русскому. Сами вызвались и сами помогали, онлайн помогали. Когда были затруднения у наших студентов-иностранцев с едой, с питьем, потому что банки были закрыты, а иностранные государства оттуда не могли пить. Наши студенты помогали, ходили там, в том числе в магазины, покупали там еду, друг другу помогали и так далее, и так далее. Очень было приятно получить, я думаю, нашим студентам и мне, как руководителю университета, видеть, как наши ребята получают награды от имени президента страны, да, вот в рамках проекта «Мы вместе». Еще раз, меня очень сильно порадовало, потому что зачастую говорят: молодежь уже не та. Ну, это говорили и когда мы были чуть моложе, это говорили, и мы наверное, были не теми. и нашим родителям, да. И мы сейчас, может быть, смотрим и говорим: молодежь уже не та. Но она, конечно, не та. Она и не должна быть той, которая была там 10-20 лет назад. Но что самое главное, я увидел, что человечность это присутствует, отзывчивость и человеколюбие. А это, наверное, одно из самых главных сегодня. Насколько важна для студента, в первую очередь для студента будущего педагога, внеучебная деятельность? Ну, она у нас, хотя и называется внеучебная, для нашего университета она, по сути дела, вкраплена вот в учебный процесс. Согласен. Например, вот пионер-вожатые, да, практически все пионер-вожатые, работающие в лагерях, они наши студенты. Они в ходе учебы, в учебный процесс вот этот предмет введен, и там они все это изучают. И все остальное, опять-таки, как вот педагог в школе, в любой, в большой, малокомплектной, в городе, в деревне, это же на самом деле, во-первых, очень уважаемый человек, да, и, во-вторых, очень активный человек, он активен во всем. И поэтому говорить о том, что внеурочная работа, как-то иногда даже язык не поворачивается, социальная работа, давайте назовем так, это вот как две ноги у человека, да, и он будет идти равномерно вперед и быстро, если он не будет хромать на одной из ног. Вот здесь то же самое могу сказать. Знания, компетенции в области вот своей профессиональной деятельности, как учитель, как методист. А второе, конечно, ты должен обладать другими навыками, там сейчас их скиллами называют, опять-таки, но вот эти навыки, которые необходимы при общении. Я всегда подчеркиваю, что наш вуз учит говорить, наш вуз учит слышать и слушать. А, к сожалению, опять-таки, мы замечаем часто, что между собой люди, когда общаются, либо не умеют говорить, донести что-то, либо не могут услышать, а если услышали, то не могут понять, о чем речь. Вот в нашем университете, я считаю, это, опять-таки, нет такого, что мы учим этому, но ребята сами такие, они вот и поступают, наверное, такие ребята к нам великолепные. Салават Алгаевич, ну и прямо сейчас, я думаю, вот с вашей легкой руки, с ваших легких поздравлений мы начнем заряжаться новогодним настроением. Пожалуйста, у вас есть возможность поздравить студентов университета с наступающим Новым годом. Ну, на самом деле, 2020 год достаточно сложный, противоречивый во многом, но несмотря на те сложности и трудности, которые были, мы его, я считаю, более-менее успешно преодолели. У нашего университета очень много достижений, и в этом я благодарен нашему профессорско-преподавательскому корпусу и, конечно же, нашим студентам. И в преддверии 2021 года самое главное, две вещи я хотел бы пожелать. Это здоровье и беречь себя и окружающих. А второе, хотел бы пожелать, опять-таки, начну с нашего профессорско-преподавательского корпуса, с ректората, со студентов. Я хочу пожелать нам наконец уже встретиться в аудиториях. Я хочу видеть глаза студентов, я хочу слышать их голоса. И это не только мое личное желание, это желание всех студентов, всех моих коллег-преподавателей, потому что, ну, слава богу, что есть дистанционное образование, оно хоть как-то помогло нам вот за этот год часть информации дать, но ничто не заменит личного общения, особенно в нашем университете, особенно когда ты говоришь о душе. Поэтому мое самое главное пожелание для студентов — быть здоровыми и здоровыми прийти к нам в университет уже в нормальную, традиционную очную форму и дальше получать те знания, навыки и умения, которыми располагает наш университет. С Новым годом вас! Спасибо большое, вас тоже с наступающим. Ну и мы давайте начнем знакомиться подробно с направлениями студентов-активистов. Поехали! Волонтерский центр – это не просто объединение, это семья единомышленников, у которых есть одна общая цель – помогать. Волонтерский центр – это о помощи детям с ограниченными возможностями.
Волонтерский центр – это о сохранении истории народа и его ценностей. Волонтерский центр – это о причастности к культурному и спортивному достижению страны. Нас не обходят стороной такие масштабные мероприятия Республики Башкортостан и России. Волонтеры БГПУ участвовали в организации международных детских игр, Олимпийских игр в Сочи и форумов ШОС и БРИКС. Если ты только начинаешь свой путь, ищешь себя или уже волонтер со стажем, присоединяйся к семье ВЦ БГПУ Акмолы. Дает старт поздравлений студентов-активистов Акмулинского университета волонтерский центр БГПУ имени Акмулы. Позвольте представить замечательную Лиану Егофорову, руководителя проекта «Делай ставку на ЗОЖ». Лиан, привет! Ну расскажи нам, пожалуйста, о чем же твой проект? Здравствуйте. Мой проект называется «Делай ставку на ЗОЖ», и это проект по созданию штаба здоровья в Башкирском государственном педагогическом университете, который в дальнейшем будет вести профилактику негативных явлений в студенческой среде Республики Башкортостан. Данный проект помогает сохранить и укрепить здоровье студентов. С чего же мы начали проект? Это с того, что мы провели социологическое анкетирование среди студентов и выявили, привержены ли они вообще к здоровому образу жизни и ведут ли они его сами. Дальше мы привели замечательную школу ЗОЖ, она у нас была выездной, и туда приехали самые активные ребята из нашего университета со всех факультетов. В дальнейшем же они стали наставниками своих факультетов. Школа подразумевала образовательную программу, культурно-развлекательную и спортивную. И на этой же школе был продуман марафон здоровья, который являлся фишкой, так скажем, нашего проекта. Марафон назывался «Здорово быть здоровым», и заключался он в 8 этапах. Эти 8 этапов были посвящены 8 составляющим здорового образа жизни, то есть самым основным. Это, например, здоровый сон, здоровое питание, физическая активность, экологическая осознанность и другие. Получается, каждый факультет нашего университета выдвигал команду из 5 человек. И все 8 этапов они боролись между собой за звание самого здорового факультета. Как я уже сказала, каждый этап был направлен на определенную составляющую здорового образа жизни. И хочется отметить, что в такой непростой ситуации нам весь марафон пришлось переводить в онлайн-режим. И приведу пример. Допустим, по физической активности у нас был этап, нужно было студенту пройти 10 тысяч шагов. То есть это одна из полезных привычек, которую должен проходить взрослый человек в сутки. Мы предлагали ребятам здоровый маршрут по городу Уфа, и они его проходили, и, получается, когда проходили, все достопримечательности они видели и рассказывали про них. То есть тут у нас было и здоровый образ жизни, и познавательный момент, да. И у нас в группе ВКонтакте была рейтинговая таблица, где каждый факультет мог увидеть, сколько он баллов получил за каждый определенный этап. И вот буквально на прошлой неделе мы подвели итоги, у нас были выявлены самых 3 здоровых факультета, которые получили на факультет настольные теннисные столы и уголки здоровья. Здорово. О здоровье здорово, в общем-то, рассказывается в этом проекте. Спасибо большое. Ну, ваш проект стартовал в августе этого года, однако мы не можем не говорить о достаточно сложном периоде, да, вот то, что ты уже рассказала про самоизоляцию. Как в это непростое время работал волонтерский центр. У нас на связи находится Эвелина Мухиддинова, заместитель руководителя волонтерского центра Акмулинского университета. Эвелина, расскажи, пожалуйста, о вашей работе в период самоизоляции. Вы ведь являетесь непосредственными участниками всероссийской акции «Мы вместе». Пожалуйста, поделитесь. Добрый день! Да, действительно, волонтерский центр БГПУ Акмулы стал активным участником общероссийской акции «Мы вместе». Более 120 студентов и сотрудников университета прошли обучающий курс и помогают пожилым людям с покупкой продуктов, лекарственных средств и выносом мусора. Обученные волонтеры работают не только в столице, но и в районах республики под кураторством «Единой России» и Общероссийского народного фронта. Также волонтеры приняли участие в акции «Помоги учиться дома». Они принимали компьютеры, ноутбуки, проверяли технические характеристики, а затем передавали в семьи по запросу. Волонтеры телемедицинского антиковидного центра «Наша забота» обзванивают население с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а волонтеры автономных некоммерческих организаций обзванивают население 65+.
На протяжении всей самоизоляции наши студенты шили маски и патрулировали улицы, сообщая населению Уфы о необходимости соблюдать меры профилактики и самоизоляции. Мы помогаем и продолжаем помогать нашей республике в такой непростой период. Здорово, спасибо вам большое. Ну и продолжая говорить о волонтерском центре Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы, который действительно реализует огромное количество проектов. Вот, например, я слышал про школу наставников. И в нашей студии сегодня, ну, понятно, дистанционно присутствует Есения Кузнецова, руководитель проекта «Акмулинская онлайн-школа онлайн-наставник». Есения, привет! Расскажи, пожалуйста, подробнее о проекте и как проходила работа в период общего дистанционного обучения. Добрый день. Волонтеры-наставники помогали детям медицинских работников в период самоизоляции не только со школьной программой, но и в подготовке к экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ. То есть родители учеников подавали заявки, мы рассматривали каждое обращение индивидуально, и на основании полученных данных мы подбирали волонтера, который согласился принять участие в данной программе. После этого волонтер связывался с родителями, где они обсуждали какую-то информацию дополнительную, а после уже связывались с учениками. Проект приобрел популярность, и поэтому мы стали помогать не только детям медицинских работников, но и обычным ученикам, чьи родители работали в период самоизоляции. Проект стартовал в марте 2020 года, но в ноябре начался второй набор волонтеров-наставников, и сейчас мы активно продолжаем нашу работу. Поэтому, если что, мы ждем ваши активные заявки. Среди проектов волонтерского центра также можно выделить, например, мастерскую «Быть нужным просто». И проект представляет Лера Султанова, руководитель социального проекта «Мастерская «Быть нужным просто». Лера, тебе слово. Здравствуйте, добрый день. Действительно, проект наш очень важный и нужный. Этот проект реализуется на протяжении уже 3 лет. Наш проект направлен на реабилитацию детей и их творческое развитие тех детей, которые находятся в гематологическом отделении на длительном лечении в Республиканской детской клинической больнице города Уфы. Благодаря реализации нашего проекта дети получают полезную информацию от обученных волонтеров в сфере образования, науки и искусства. Наш проект включает в себя несколько этапов реализации. Первый этап — это выездная школа добровольца, на которой мы формируем команду и рассказываем всем желающим об особенностях детей. Вторым этапом является базовый тренинг по реабилитации детей, который проводит непосредственно благотворительный фонд «Потери нет», с которым мы уже давно и тесно сотрудничаем. Они помогают нам в проведении различных мероприятий. Ну и третьим этапом, когда мы уже обучили волонтеров и сформировали все необходимые команды, является проведение серии мастер-классов, различных тематических игр и дней. Например, это день именинника, мастерская новогодних игрушек, и также 29 декабря у нас планируется проведение праздника под окнами для детей, которые находятся на лечении. Ну и, конечно же, у нас не обходится наш проект без акций по сбору игрушек и различной канцелярии «Коробка смелости», которую мы устанавливаем в разных корпусах нашего университета, и каждый студент может положить любую канцелярию для детей в подарок. На самом деле сейчас взаимодействие с детьми у нас не получается осуществить, так как мы осуществляли его в прошлом году, но мы сейчас перешли на дистанционный вариант, и буквально недавно мы записали все обучающие ролики по мастер-классам для детишек, передали благотворительному фонду все необходимые материалы, и фонд уже потом непосредственно взаимодействует с отделением, куда передаются все игрушки, и дети смело изучают наши мастер-классы и реализуют все наши идеи, делают различные игрушки и проводят обучающие игры. И также наш проект является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образования и организаций высшего образования. Супер, вы большие молодцы, спасибо большое вот за эту полезную информацию. Друзья, волонтеров Акмулинского университета поздравляет координатор программы развития волонтерства в образовательных ассоциациях, свои ассоциации волонтерских центров Георгий Папазян.
Дорогие волонтеры Акмулинского университета, хочется поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать исполнения самых заветных мечт и реализации самых масштабных проектов. Спасибо, что вы помогали весь этот год и были всегда рядом. Спасибо большое за этот прекрасный видеопривет, Лиан. Ну и в заключение нашей беседы, есть ли чем похвастаться? Может быть, совсем свежие награды какие-то есть? Да, вот буквально на днях у нас у Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» прошло итоговое мероприятие оно было подведением итогом направления «Здоровый образ жизни». То есть у нас в республике тоже это направление реализуется и базируется на базе нашего Акмулинского университета. И мы вошли в топ-10 регионов, мы заняли самое первое место. Класс! И теперь являемся самым здоровым регионом. Ну какие вы молодцы. Лян, у нас буквально несколько секунд осталось. Вот третья камера в твоем распоряжении. Пожалуйста, поздравляю всех с наступающим Новым годом, ну и пожелания. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хочется сказать, чтобы каждый из нас был в следующем году сильным, верил в себя, уверенно шел к своим мечтам, достигал целей. И пусть следующий год принесет нам много радости. И, конечно же, творите добро вместе с нами. Спасибо большое, спасибо, Лян, спасибо каждому члену волонтерского центра БГПУ имени Акмулы. Дорогие друзья, низкий поклон за все то, что вы делаете. И примите, пожалуйста, музыкальный подарок от чудесной Венеры Латыповой. Everyone knows all about my direction. Still in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody saying something, saying something, saying something, saying something, just saying something, saying something. I don't wanna get caught up in a rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in a rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Everyone knows all about my transition. Still in my heart somewhere, this melody and harmony for you and me tonight. Oh, and then you call my name. Everybody saying something, saying something, saying something, saying something, just saying something, saying something. I don't wanna get caught up in a rhythm of it, but I can't help myself. I can't help myself. No, no. Caught up in a rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. 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 Sometimes the greatest way to say something is just say nothing at all. Sometimes the greatest way to say something is just say nothing at all. Sometimes the greatest way to say something is just say nothing, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in a rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the middle of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have.
Sometimes the greatest way to say something is just saying nothing at all. Sometimes the greatest way to say something is just saying nothing. Арслан. Спорт. Спортивную жизнь. Спортивных мероприятий, соревнований. Фестиваль АССК России. Спорт. Каждый из нас сталкивался с этим словом с детства. Кто-то занимается им всю жизнь, а кому-то по вынужденным причинам пришлось уйти из него. Поступив в Акмулинский университет, у тебя появляется возможность влиться в эту спортивную жизнь. А в этом можем помочь тебе именно мы, арслановцы. Именно у нас ты можешь узнать все о спортивных секциях и тренировках, принять участие в организации и проведении спортивных мероприятий, быть в курсе всех спортивных событий нашего университета. Наши студенты являются призерами всероссийских и республиканских соревнований, выезжают на такие форумы, как фестиваль АССК России и студенческая Россия. ССК «Арслан» — это большая спортивная семья. Вместе мы движемся к покорению новых вершин и достигаем их. Акмулинский университет известен также спортивной деятельностью. На базе университета действует более 20 спортивных секций, среди которых, например, есть стрельба из лука, представляете? И здесь хочется отметить, что это единственный вуз, который предлагает подобный вид спортивной деятельности. А более подробно о студенческом спорте расскажет прекрасная Нурзия Усманова. Здравствуйте, Нурзия. Здравствуйте. Ну расскажите, что такое Ассоциация студенческих спортивных клубов России и насколько клуб «Арслан» тесно связан с ассоциацией? АССК России – это всероссийская организация, развивающая студенческий спорт среди молодежи. Мы очень тесно взаимодействуем с организацией в течение года, потому что от них проводится большое количество мероприятий, турниров, соревнований, образовательных мероприятий, на которых активно принимают участие наши студенты. Супер. Ну а какое самое главное достижение, если можно выделить клубу «Арслан» в 2020 году? Самым главным достижением в 2020 году является наша поездка в город Казань на фестиваль студенческого спорта АССК Фест. Наша команда ездила на мероприятие «Битва болельщиков», где мы заняли 2-е место по всей России. К мероприятию команда готовилась около 2 месяцев, писался сценарий, придумывались песни, танцы, полностью продумывались все костюмы. И вот результат, 2-е место. Мы очень гордимся нашей командой. Ну, спортивное мероприятие, турнир, фестиваль – это всегда скопление людей, это спортзал, либо другая площадка. А в 2020 году, как известно, спортзалы были закрыты из-за пандемии. Как вы справлялись с этой ситуацией? В начале 2020 года мы еще успели провести некоторые мероприятия, которые у нас были по плану, но после перехода на дистанционный формат обучения планы пришлось подкорректировать чуть-чуть. Мы за время удаленки успели провести такие мероприятия, как онлайн-турнир по шашкам, онлайн-забег, приуроченный ко Дню России, онлайн-турнир по кроссфиту и киберспортивные игры. В нашем университете каждый год традиционно проводится старт молодых педагогов. Но так как наша команда находится на дистанционном формате, а первокурсники учились очно, мы провели арслановские игры в дистанционном формате. 4 недели наши первокурсники соревновались в 4 видах спорта: бег, шашки, CSGO и кроссфит. Ребята очень активно себя проявили, спасибо им большое. Классно. Но мы говорим о том, что уже было, а теперь давай поговорим о том, что же планируется, какие планы на будущий год. На будущий год, на самом деле, у нас очень много планов поставлено, целей намечено. Самым главным для нас является пройти в топ-10 лучших клубов среди российских студенческих спортивных клубов. Также мы ждем одобрения заявки на чемпионат по футболу среди студентов педагогических вузов. И также нам была одобрена заявка на проведение отборочного тура АССК чемпионата. Ой, как здорово. Друзья, буквально 10 секунд для того, чтобы поздравить всех тех, кто нас сейчас смотрит, с наступающим Новым годом. Пожалуйста. Разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать исполнения всех ваших заветных желаний, достижения всех поставленных целей и, самое главное, крепкого здоровья. Это все обязательно сбудется. Спасибо тебе большое. Удачи в 2021 году. Ну а прямо сейчас поздравления от исполнительного директора Ассоциации студенческих спортивных клубов России Евгении Бычковой. Дорогие друзья, активисты студенческого спортивного клуба «Арслан», студенты БГПУ, от всей души,
От лица Ассоциации студенческих спортивных клубов России поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть 2021 год подарит 365 прекрасных дней, полных новых свершений и побед. Здоровья вам и всем вашим близким. С наступающим Новым годом! И еще одно поздравление от председателя студенческого спортивного клуба «Арслан» Влада Шапошникова. Дорогие арслановцы, от лица руководящего отдела студенческого спортивного клуба «Арслан» выражаю благодарность за проделанную работу в учебном году 2020. Этот год для нашего спортклуба был непростым. Но мы вместе справились с поставленными задачами и вышли на новый уровень. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых побед в студенческом спорте. С наступающим Новым годом! Ну а мы дарим вам музыкальный презент. Встречайте. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and trauma like gypsies in the night. I build a home the way for someone to tear it down, then bug it up in boxes. Have fun on next to running. 'Cause I've got memories and trauma like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still for that, just a wishful plan. Ask me when I come from, I said a different lane. But I've got memories and trauma like gypsies in the night. I can get a number and play the guessing game. It's just the play that changes, the rest is still the same. But I've got memories and trauma like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like digging holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I like digging holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I've got no roots. No roots. No roots. Ooh, ooh. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. No.
Креативный центр – это объединение активных креативных личностей, которые принимают участие в творческой жизни университета. Мы занимаемся организацией различных мероприятий от университетского до международного масштаба. Это всевозможные конкурсы и фестивали студенческого творчества, конкурс «Мисс» и «Мистер Университет», День российского студенчества, квартирники, кинопросмотры и многое другое. Мы продолжаем знакомство с активистами разных направлений Башкирского государственного педагогического университета. И у нас в гостях председатель креативного центра Акмулинского университета Дарья Хохлова. Даша, привет! Здравствуйте. Ну, расскажи, пожалуйста, что за креативный центр, чем вы занимаетесь, что у вас интереснее? Креативный центр – это такое творческое сердце нашего университета. Мы принимаем участие, организовываем все мероприятия творческие на уровне университета, республики, международные. Вообще креативный центр – это студенческое объединение. На каждом факультете, институте группа креативных, творческих, инициативных ребят, которые делают какие-то праздники, концерты. И руководители этих групп, они составляют креативный центр университета. Такая самые-самые. Но мы знаем, например, народный коллектив «Держава», который известен далеко за пределами не то что нашего города, но и вообще республики. Какими еще коллективами славится ваш центр? Да, на самом деле в нашем университете очень много коллективов, которые признаны народными, то есть они на протяжении долгого времени показывают высокие результаты и ездят на международные мероприятия, на международные конкурсы, гастролируют по разным странам, то есть на самом деле очень классные, крутые. Например, это вокальный ансамбль «Вариация», танцевальные коллективы, кружева, грация. И, в общем, порядка 10 коллективов в нашем университете, которые показывают очень хороший уровень. Я думаю, что если мы все сейчас будем перечислять, нам просто не хватит времени, поэтому мы каждому коллективу передаем огромный привет. Ну и поговорим о традициях. Мы знаем, что в вашем университете очень важное место занимают традиции. Какие традиционные мероприятия есть? Расскажи, пожалуйста. Ну, когда первокурсник приходит в наш университет, первым делом он приходит на линейку 1 сентября. И на линейке 1 сентября профессорско-преподавательский состав, ректор, проректоры вручают символические атрибуты студенчества, например, зачетная книжка, она такая у нас большая, студенческий билет, ключ к знаниям, гранит науки и вот подобное. После этого студент вовлекается в студенческую творческую жизнь нашего университета. Мы сразу, руководители креативных групп, факультетов, институтов, всех первокурсников созывают на студенческую осень. Это фестиваль студенческого творчества для первокурсников. То есть это такое своеобразное посвящение первокурсников в творческую жизнь. Затем, после студенческой осени у нас всегда проходит мистер или мисс. В этом году мы провели и мистера, и мисс. У нас все было в онлайне. Мы перешли в онлайн-формат. И студосень у нас была в онлайне, и мистер и мисс мы провели в онлайне. И как раз на экране на мистер и мисс мы стараемся популяризировать профессию учителя. То есть у нас всегда есть, например, в этом году у них была тема визитки «Я учитель». И то есть они должны были отразить эту тему в своей визитке. Вот, после этого, на этой яркой ноте мы заканчиваем год, и все ребята отправляются на сессию. После сессии мы возвращаемся, после каникул, и 25 января мы празднуем День российского студенчества. Татьянин день. Татьянин день, да. Все празднуют сданную сессию, тоже мы там отбрасываем от себя неуды, катаем пятаки, чествуем Татьян, ректор режет, у нас огромный торт всегда печется для нас с надписью БГПУ. Ректор режет, раздает студентам. Мы пьем сладкий медовый напиток. Затем, после этого, мы все готовимся к студенческой весне. Ну, одно из важнейших, конечно, мероприятий. Да. Мы часто шутим, что мы живем от студвесны до студвесны. Все мысли наши заняты только этим. Студвесна — это прям, да, самое яркое, самое важное событие в творческой жизни студентов. И после студвесны мы празднуем 9 мая. То есть обязательно День тоже Победы. Да, проходят наши внутренние мероприятия. Мы всегда выступаем на городских мероприятиях. Наш вот коллектив «Держава» как раз-таки, они всегда начинают «Бессмертный полк» ведут. Да, вот мы стараемся участвовать везде. Слушай, ну огромное количество мероприятий в течение года, а вот этот год, он же стал уникальным в связи с пандемией. Чем занимался и как вообще работал креативный центр в это время?
На самом деле, я помню, как вот только как раз мы подготовились к студвесне, мы уже готовы были, вот заряжены были выйти на сцену, и нам говорят, все. Ну да. И мы все сразу очень быстро пытались перейти в онлайн-формат, как это сделать, как это перенести, чтобы всем было интересно, чтобы это было так же ярко. Но я думаю, что у нас получилось. Студвесна — это было первое наше мероприятие в онлайне. Затем тоже 9 мая туда перешло, и мы вообще всю студвесну году 75-летия Победы посвящали. Затем была студосень, которую тоже мы провели в онлайне. Тоже ребята записывали свои видео, собирались небольшими группами, как могли, потому что первокурсники у нас учились еще сначала в очном формате. То есть, то есть все все-таки уходит в онлайн, да, так да, или иначе? Да, все уходит. И мистер и мисс тоже мы провели в онлайне. Но мы надеемся, что в следующем году все изменится, все вернется на круги своя, точнее. Скажи, пожалуйста, вот для педагогов будущих, насколько творчество вообще важно и важно ли? Вообще, сценическая деятельность, я думаю, очень важна, потому что вот мне даже самой преподаватели всегда говорили, что урок — это театр одного актера. То есть ты выходишь, и тебе нужно вот эти 30 пар глаз на себе удержать 45 минут. И если ты всю свою студенческую жизнь проскакал на сцене, то ты это умеешь. А тем более, если ты руководитель креативной группы, у тебя есть лидерские качества, ты умеешь объединять людей. Это как минимум 50 человек участвует в студенческой весне в одном концерте, как минимум, а то и больше. То есть их все нужно собрать, организовать, замотивировать. То есть это прям такая прокачка. Спасибо большое. Спасибо за эту беседу. Буквально вот несколько секунд на поздравление с наступающим. С Новым годом! Пусть творчество всегда будет в ваших сердцах. И, конечно же, прямо сейчас в рамках нашей встречи творчество будет в эфире. Встречайте наш прекрасный дуэт. Je ne veux pas des bijoux de chez Chanel. Je ne veux pas, donnez-moi une limousine. Je ferai quoi? Offrez-moi de personnel. Je ferai quoi? En manoir, en Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Eiffel. Je ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la mort sur le cœur. Alors ensemble découvrez-moi la liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Donnez-moi de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle poésie, c'est franche. Excusez-moi, fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre de long de bois. Regardez-moi, toute ma neige je sens me pas. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la mort sur le corps. Alors ensemble découvrez-moi la liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la mort sur le corps. Alors ensemble découvrez-moi la liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux
peut crever. La mort c'est le cœur. Allons ensemble découvrir moi la liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Мы воспитываем характер, достигаем цели и становимся лучше с каждым днем. Сила – это про нас, понимаешь? Мы – это те, кто ценит опыт и знания. Мы учимся сами и учим других. Знаешь, за нами будущее. Мы не просто студенты. Мы студенты Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. И мы ждем именно тебя. А ты же придешь? Мы продолжаем, и прямо сейчас в моей студии появились две прекрасные девушки, которые занимают весьма серьезные должности. Знакомьтесь, Ирина Галиева, председатель первичной профсоюзной организации студентов, и Елизавета Октябрева, руководитель студенческого образовательного центра «Движение», а также амбассадор Национальной лиги студенческих клубов. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Давайте поговорим о студенческих объединениях. Это новый тренд, который помогает взрастить в себе какие-то новые навыки и скиллы, да, я про студентов сейчас говорю, или это что-то другое? Мы, наверное, не можем сказать, что это новый тренд, потому что студенческие объединения существовали очень давно, буквально с времен создания университетов, когда студенты объединялись для достижения какой-то либо цели, для организации своего собственного досуга. Просто, наверное, сейчас больше внимания этому уделяется, потому что студенты, занимаясь чем-то в университете, именно вне учебной деятельностью, они достаточно сильно развиваются. Потому что мы не можем говорить, что, сидя на парах, мы получаем то количество информации, которое нам нужно потом, чтобы устроиться на работу. А будучи членом студенческого объединения, мы приобретаем в первую очередь опыт. И чем больше внимания на это, тем больше наша успешная деятельность будет в дальнейшем. Ну а как вообще создать студенческое объединение? Университет помогает как-то в этом? Ну, конечно, для начала можно просто собрать и своих единомышленников, потому что одному это сделать почти нереально. И для этого как раз существует у нас департамент по воспитательной работе и молодежной политики, туда можно обратиться без проблем. Либо, если у вас какое-то маленькое локальное мероприятие, которое вы хотите только попробовать, вы можете сразу обратиться в правком студентов. Мы поможем, мы договоримся как-то с департаментом и поможем вам устроить свое, для начала, мероприятие, потом, может, серию мероприятий, и потом вы перерастете в большое, а может быть, даже огромное объединение, которые будут не только на базе нашего вуза, но и вообще по всей стране. Ну вот вы студентки и уже занимаете такие высокие должности, то есть являетесь руководителем того или иного направления. Сложно ли совмещать работу, учебу, работу и общественную деятельность? Ну, наверное, потому что мы этим занимаемся не первый год, мы, наверное, можем сказать, что не так сложно, если ты правильно распределяешь свое время. Да, и в целом тут точно нужно отметить, что университет поддерживает студентов, которые занимаются внеучебной деятельностью, общественной деятельностью, будь это творчество, спорт, будь это просто студенческое объединение, которое связано с наукой, либо с качеством образования, либо это студенческий образовательный центр. Любое студенческое объединение университет поддерживает. И студенты, которые там, активисты, они даже не то чтобы из-за поддержки хорошо учатся, а из-за того, что они приобретают те навыки, которые помогают им свою деятельность организовать. Ну, то есть это вот те самые скиллы, которые приобретаются параллельно учебе, да? Конечно. Лиз, я знаю, что вы первый амбассадор НЛСК в Республике Башкортостан. Расскажите, что это такое и в чем заключается миссия? НЛСК — это Национальная лига студенческих клубов.
это не общественная организация, это не молодежное движение, оно не имеет ни председателя, ни своей четкой структуры, ни каких-то вот этих сложных документов, сложных целей, задач, которые есть у серьезных больших общественных организаций, но серьезность НЛСК при этом не преуменьшается. Почему? Потому что это экосреда. Это экосреда для общения и взаимодействия студентов со всей страны. То есть, по факту, я, будучи членом НЛСК, могу найти любого человека с другого конца страны, который заинтересован в этих же идеях. Каким образом я могу это сделать? Просто скачав приложение НЛСК. Внеся туда данные о своем студенческом объединении, я тем самым говорю о себе, говорю, что я вот здесь есть, я занимаюсь такой деятельностью, и мне нужны друзья, помощники. Ну, то есть такой клуб по интересам, только, точнее, объединение клубов по интересам на территории всей страны, правильно? Да. Здорово. Ну, 2020 год мы уже неоднократно говорили, и, наверное, будем, подводя итоги, и потом, вспоминая историю, говорить, что это был непростой год. Расскажите, как вы справились со сложившейся ситуацией, как ваше объединение преодолели эти сложности, и получилось ли все, что вы задумали? Ну, вообще, для начала, первое время мы пытались раскачаться. Было очень сложно, потому что наша команда, она же студенческая, и большинство наших ребят живут в других городах, в других республиках, в других странах. И было очень сложно собрать их в кучу, потому что навалилось новые какие-то проблемы, интернет, все это дистанционное обучение, и мы попытались их раскачать. А в итоге у нас получилось, мы начали проводить онлайн-мероприятия, и вот я заметила такую тенденцию, то, что некоторые мероприятия, которые мы проводим в онлайне, у нас получили больший охват, чем когда мы проводили их в офлайн режиме. Но я не скажу, что потерялась какая-то цель этого мероприятия, мы просто перенесли в другой формат, и я считаю, что вообще наш вуз очень успешно справился с переводом на дистанционку. И этому есть пример. Допустим, у нас традиционно есть адаптационный лагерь студентов первых курсов. Это такой большой праздник, который у нас проходит в конце августа, когда мы зовем первокурсников пораньше познакомиться с нами, с нашей средой вообще вузовской, и рассказываем о нашем университете там. И понятное дело, что в этом году в обычном формате двухдневный лагерь было очень сложно провести, потому что 800 человек, 1000 человек, 1200, в зависимости от года, очень сложно собрать. Да. Даже не то, чтобы собрать. В этих условиях их нельзя просто собирать. И поэтому здесь мы перестраивались, мы половину программы переносили в онлайн-формат. Мы знакомы с студенческими объединениями, полностью перевели в онлайн-формат, а уже работу на факультетах оставили живой. И результат можно описать так, что теми материалами, которыми мы располагаем сейчас, может пользоваться не только студент-первокурсник, но и студент-старшекурсник, который, возможно, где-то что-то не узнал. И поэтому это оказалось даже полезным. Спасибо большое. Ну, вот не зря говорят, что студенты — это такой народ, который может подстроиться под любую ситуацию, под любые задачи. Вы большие молодцы. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и предлагаю вам поздравить наших зрителей с наступающим Новым годом. Делайте это прямо сейчас, пожалуйста. С Новым годом, ребята. Надеюсь, что у вас все в жизни будет хорошо, и 2020 год вам будет просто хорошим опытом, а в дальнейшем все будет только классно. Мы поздравляем вас с наступающим 2021 годом. Мы желаем, чтобы в следующем году мы обязательно встретились с нашей большой студенческой семьей. Ну и, конечно же, будьте здоровы и будьте счастливы. Дорогие друзья, примите, пожалуйста, поздравления от команды штаба Национальной лиги студенческих клубов. Дорогие студенты Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы, от всей команды Национальной лиги студенческих клубов мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем достижения новых профессиональных высот и реализации еще большего количества крутых проектов. Командного духа, здоровья и счастья всем вашим близким. С Новым годом! Вот такое интересное знакомство получилось с Акмулинским университетом. Действительно, студенческая жизнь — это всегда самый бурный отрезок жизни. Когда ты взрослеешь, меняется твое представление о жизни. Ты выбираешь будущую профессию. Это, конечно же, друзья, веселые и даже забавные воспоминания, и они будут греть вас на протяжении всей жизни. И студентам БГПУ имени Акмулы, несомненно, повезло, потому что их инициативы поддерживаются на уровне вуза, что позволяет раскрыться, приобрести важный опыт, который, несомненно, пригодится в будущем. Позвольте и мне, родные, поздравить вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам здоровья, пусть наступающий год принесет вам больше идей, творческого развития и, конечно же, счастья. Не останавливайтесь на достигнутом. Все вершины еще впереди.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it on my sanding with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool of me, but if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. A crowded room, framed with shy eyes. I keep my distance, but you still catch my eyes. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Face on a lover with a fire in his heart, a man undercover with a part and a spark. Ooh, now I'm finding when you love me, never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas.